утро всем, кто присоединяется к экранам своих телевизоров. В эфире главного национального канала программа «Новый день». Я желаю вам всем сегодня отличного настроения. 11 сентября на календаре, день недели, среда. И в этот день в России отмечается День трезвости. Он имеет свою давнюю историю. Впервые его отметили еще в царской России в 1913 году. День рождения сегодня празднует граненый стакан. Его можно найти практически в любом доме, особенно в обиходе людей, которые проживают в сельской местности. Чем же объясняется любовь именно к такой форме стакана? Все просто. Он удобен в использовании, не скользит в руках, его легко мыть, и еще потому что он невероятно удобен для отмеривания нужного количества многих продуктов. В него входят классические 200 грамм. Иван Постный наступает в народном календаре. Большой поворот в природе происходит в этот день, заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. Кстати, по поведению птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли, это предвещало короткую осень и ранний снег. А если скворцы долго не улетали, то ждали сухую осень. А если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей, надеялись на хорошую погоду. Также замечали, если лебедь летит к снегу, а гусь к дождю. К дождю или не к дождю, давайте узнаем прямо сейчас прогноз погоды на канале НВК СХ. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 8 градусов. Днем ожидается до плюс 17, плюс 18 градусов. А в Заречье утром плюс 1, плюс 9, днем плюс 15, плюс 18. В южных Улусах плюс 4, плюс 7 утром, а днем плюс 15, плюс 16 градусов. В Вилюйских плюс 8, плюс 9 утром, днем плюс 16, плюс 17 градусов. В Нижнеленских Улусах плюс 7, плюс 9 утром, днем до плюс 12 градусов. В Западных Улусах плюс 7, плюс 8 утром, днем плюс 14, плюс 8 градусов. В Колымандигирских Улусах плюс 2, плюс 5 утром, днем плюс 5, плюс 9 градусов. В Янских Улусах минус 3, плюс 2 утром, днем плюс 4, плюс 10 градусов. В северо-западных плюс 2, плюс 6 утром, днем ожидается до плюс 4, плюс 12 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 8 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается без осадков, температура воздуха прогреется до плюс 17, плюс 19 градусов тепла. А 15 сентября в этнокомплексе Чучур-Муран состоится благотворительный семейный фестиваль «День варенья». В этом году праздник является юбилейным. Идея проведения праздника возникла еще 5 лет назад, после чего фестиваль стал ежегодным осенним событием. В программе концерт с известными исполнителями, чаепитие с тортом, кулинарные мастер-классы. Также вас ждут развлекательная детская программа. Традиционно гости смогут увидеть процесс варки самого большого варенья под названием ассорти и посетить благотворительную ярмарку «Добрая поляна». С каждой купленной баночкой варенья вы можете собрать средства на лечение 3-летнего Акима Боярова с диагнозом детский церебральный паралич. Благотворительный фонд «Хрыскал» приглашает всех принять активное участие в ярмарке. Для участия необходимо заранее подать заявку. Что ж, а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте.
Средняя стоимость авиабилета в эконом-классе за 8 месяцев текущего года выросла на 24%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В Министерстве транспорта страны заявили о намерении принять меры, направленные на сдерживание цен, поскольку увеличение стоимости перелетов не должно превышать инфляцию. Решение, принятое на долгосрочную перспективу, требует выравнивания конкуренции. Необходимо активное субсидирование региональных и местных рейсов и уход от плоских тарифов на магистральных линиях. По данным Росстата, в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после они дешевеют до декабря. Крупные агрегаторы уже отметили снижение цен на авиабилеты. В Ленске снесли старое здание полиции, которое уже много лет бесхозно стояло в центре города возле 3-й школы. Двухэтажное строение представляло опасность для детей, которые после школы приходили туда. Не раз были зафиксированы поджоги. Оно являлось федеральной собственностью, и разрешение на снос необходимо было получить у московского руководства. Сейчас сотрудники полиции взяли под личный контроль процесс разбора здания, который планируют завершить в ближайшие дни. Рядом школьное образование, школьно-образовательное учреждение, да, дети, дети непредсказуемы, поэтому смотрим. Ну и правила именно погрузочно-разгрузочных работ, они должны контролироваться все это дело. Решение по сносу данного здания было принято в 2015 году, да, но в силу того, что необходимо очень большое количество согласований и тому подобное, нам разрешили сносить, это Департамент тыла России, разрешил сносить только в этом году. Но снос производим так, как лимитов не было. С предприятиями города у нас договоренность была, что и мы своими силами совместно с предприятиями города производим снос этого здания. Уже со следующего месяца Институт мерзлотоведения начнет добывать артезианскую воду и продавать ее населению. Чистая, или, как называют ученые, живая вода будет добываться прямо на территории института. Сейчас там проходят испытания очистных оборудований, настройка системы контроля и другие работы. Примерный запуск запланирован на октябрь, а выход на проектную мощность планируют в следующем году. 2 года назад научным сотрудникам Института мерзлотоведения Федоровой Светланой Викторовной была разработана технология очистки подмерзлотной воды от содержания лития и приведения его, собственно, в норму, как требует ПДК. На сегодняшний день вся эта цепочка технологическая по очистке этой воды практически собрана. Нам осталось оформить некие решить организационные вопросы, связанные, в частности, с получением уже сертификата. В Министерстве культуры появится департамент театров. Он будет создан до конца этого года. А ключевой его задачей станут вопросы развития театральной деятельности в стране. Решение было принято в связи с тем, что данная область требует системного подхода и профессионального управления. Такое решение особенно актуально в год театра, когда этой сфере уделяется повышенное внимание со стороны правительства. Сегодня в России 647 профессиональных театров, 19 из них федерального введения. Число спектаклей с 2012 по 2018 годы увеличилось на 45%, а посещаемость выросла на 41%, достигнув 5 миллионов зрителей. Объем финансирования сферы по линии Минкульта за эти годы составил более 21 миллиарда рублей. Между тем, творческий коллектив «Саха-театра» в преддверии нового сезона обсудил планы, итоги прошлого сезона и новый репертуар. В ближайшее время зрителей ждут постановки классических и современных произведений, творческие гастроли по районам республики и по городам России. На днях труппа в составе 25 талантливых артистов уже вылетела в Чечню. Там они примут участие в первом всероссийском фестивале национальных театров и представят спектакль «Желанный берег мой». А уже в эту субботу начнется первый показ спектакль. Новый же 114-й по счету театральный сезон стартует 4 октября. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций и теперь может выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики России. Напомним, ассоциация была лишена допуска выступать на международных соревнованиях, поэтому якутянка не смогла принять участие в Олимпийских играх в Рио, имея путевку.
Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Хочу вам напомнить про наш WhatsApp номер абонента ТС 279-2262, на который мы всегда ждем ваши сообщения, поздравления. Утро доброе, когда оно начинается с хороших новостей. На днях стало известно, что якутская спортсменка Нургуяна Никифорова одержала победу на чемпионате России по дзюдо, который проходил в столице Ингушетии. Обладательница золотой медали вместе со своим тренером сегодня гостят в нашей студии. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Нургуяна, как нам известно, вы боролись в весовой категории до 78 килограмм. Да? Кто стал вашим главным соперником или соперницами, да, правильно будет? Да, скорее всего, их было две соперницы. Это схватка за выход в финал с представительницей Татарстана Гималединова Александра. Она является призеркой Европы. Ранее мы до этого встречались раза два, по-моему, на первенствах России молодежных. Я у нее 2 раза выигрывала. И вот в 3-й раз тоже удалось выиграть. Ну и финальная схватка. Девочка из Сибири, Марина Букреева. Мы прекрасно друг друга знаем, в одной сборной находимся. Ну, и тоже у нее ранее 2 раза выигрывала. И 3-й раз тоже удалось выиграть. Вот. Ну, насколько была напряженной, тяжелой? Они еще и подруги хорошие. Даже так. Ну, да. Ну и каково это вот дружить, а потом вот быть Ну, соперницей? не очень-то это приятно, Не на очень самом приятно. деле. Но приходится, это спорт, так бывает. Тяжело было, да, напряженка такая была, волнительно было очень, на самом деле. Но это нормальное состояние, в принципе. Но на дружбе это никак не отразилось. Нет. Вы по-прежнему Мы продолжаете пожали общаться? руки после встречи, поговорили после награждения и на награждении сидели, ну, общались. В общем-то, нормально все было. Нургуян, мы не можем вас, конечно, не поздравить, да? Это действительно очень такая отличная победа, и я думаю, якутяне, мы очень гордимся нашими спортсменами. Нургуян, нам известно, что сразу после нашего эфира вы буквально направляетесь в аэропорт, Да, у меня улетаете. будет вылет в Москву. Далее я поеду в свою спортшколу «Динамо Дмитров». Там буду готовиться к предстоящим соревнованиям. 18 сентября я вылетаю в Узбекистан, город Ташкент. И там будет проходить гран-при. Вот там буду выступать. Тренеры доверили этот старт. Какие вообще предстоящие планы у вас в дальнейшем, да? Ну вот, сейчас гран-при, как я сказала. Потом далее сбор со сборной России в Сочи сразу же после соревнований. Дамдин, расскажите, как получается, как вы стали тренером, да, Нургуяны? А именно ее тренером. У нас, получается, это было уже, вот мы только вчера тоже много на эту тему разговаривали, там, как это все было. Уже 10 лет, оказывается, мы вместе работаем, Ничего себе. сотрудничаем, да, можно сказать. И случилось это у нас зимой, в январе месяце, вот в новогодние каникулы у нас в училище проводится просмотровый сбор. Ну, детей, которые перспективные, их мы набираем. Их обычно очень много приходит, но оттуда вот там буквально пару, там 3 человека могут дальше уже стать нашими абитуриентами, поступить и стать, как сказать, воспитанниками училища Олимпийского резерва. Вот так и было, что вот она попала на такой сбор, и, конечно, сразу, как сказать, видно было, что она из общей массы отличается, есть данные, и, ну, и так вот все равно здесь же как интересно получается, ну, не только как там, допустим, человек на татами себя ведет, но и там с общей массой, там, да, со сверстниками, как себя ведет, даже как он в столовой себя поведет, да, это все интересно, да, потому что Детально, да? мне потому что важно, чтобы вот мы же воспитываем чемпионов, ну и чтобы они были потом, за них было не стыдно, и поэтому это важный момент был. И, конечно, по всем этим параметрам, так сказать, ну, галочки ставишь там, да, и отбираешься, и вот все это было январь 2010 года, получается. Это, получается, Нургуяне на тот момент сколько было лет?
13, наверное. 13 лет. Да, подросток, да? Да. Ага. А именно вот в каком возрасте? Это определенный какой-то возраст, когда замечает, Не, можно ну, заметить будущего чемпиона? Ну, я думаю, вот возраст как раз вот 12-14 лет такой. Самый да, подходящий, да, да. да? Часто бывает, знаете, когда вот родители 7-летнего ребенка приводят, и уже там такие уже ждут от него там таких небесных Высот. результатов, и потом ребенок маленький не справляется, и конфликт между родителями и детьми, там вот это все часто бывает. Поэтому я всегда говорю, дайте ребенку нормально адаптироваться, там, да, это будет не сейчас, а попозже маленько видно. Вот. Кому-то дано в большой спорт идти, а кому-то же не, ну, дано в другом месте себя развивать. Поэтому тут уже вот так вот на усмотрение. А как можно характеризовать Нургуяну по характеру? Ну, мне кажется, спокойная такая, да? Ну, может, мне кажется. Не, это мы же дзюдоисты, мы не должны это все, как сказать, вот, свое, даже если ты внутри очень сильно агрессивный или злой, или Не показывать да, эмоции, да? мы должны внешне быть очень спокойны, как ну, у нас символика кадакана, там такие белые лепесточки лотоса, да, а внутри такой красный круг такой, да, то, что это как, ну, символизирует как раскаленная сталь такая, но она внутри, на это твое сердце там воина, да, а снаружи такой мягкий, такой должен быть, как лепесточки, да, ну, белые такие. Нургуян, ну почему дзюдо? Родители привели? Нет, мой первый детский тренер Валерий Максимович Герасимов открыл секцию дзюдо в 19-й школе. Я сразу туда почему-то записалась, прибежала туда. Ну, как-то осталась там, понравилось очень. И далее он меня уже направил вот к моему сейчасшнему тренеру. Ну, вот можно добавить, просто у Валерия Максимовича есть такой хороший дар, он умеет завлекать, он умеет находить таких талантливых, именно которые дзюдо, которые могут себя раскрыть, да, поэтому вот так вот, ну, хорошее сечение обстоятельств, я думаю, тоже сыграло. И он же мне и позвонил, попросил, говорит, посмотри, пожалуйста, тут есть такое молодое дарование. Здорово. Да. Но Нургуяна не подвела, конечно. Но Никого мы не подвела. стараемся, как бы, все еще впереди, я думаю, большие успехи. Что ж, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Желаем вам удачного полета, мягкой посадки и, конечно же, дальнейших побед. Мы очень гордимся. Спасибо. А у нас небольшая рекламная пауза на очереди, после чего мы с вами продолжим общаться. Прошу прощения. А у нас на очереди сюжет. В Якутии продолжается поступление музыкальных инструментов и оборудования в рамках национального проекта «Культура». В Якутский музыкальный колледж имени Жиркова поступили на днях долгожданные пианино. По национальному проекту «Культура» на оснащение Якутского музыкального колледжа выделено 10 миллионов рублей федеральных средств. В рамках этого проекта в эти дни в колледж поступили долгожданные инструменты. Данный проект очень актуален. Ни для кого не секрет, что музыкальные школы, музыкальные училища Российской Федерации имеют нехватку по музыкальным инструментам, так как действительно материально-техническая база у нас по инструментам действительно хромает, не обновлялась давно, и, соответственно, сейчас инструменты пришли как никогда кстати. Лет 5-7 назад нам предоставили рояли, пианино, но, соответственно, потребности колледжа в музыкальных инструментах огромны. Допустим, по тем же пианино, роялям, так как мы являемся профессиональным образовательным учреждением, наши студенты обязаны пройти, значит, предметы по общему фортепиано на всех отделениях, и, соответственно, тот фонд музыкальных инструментов, в частности по пианино, рояля, мы, соответственно, в них очень сильно нуждаемся. Занятия на новых инструментах начнутся в октябре, когда состоится внутренняя оценка по изношенности действующих инструментов. В ближайшее время в учебное заведение должна прийти учебная литература и доски для классов. Мы очень рады, конечно, что у нас министерство и вообще правительство пошло нам навстречу и обновляются наши инструменты. Инструменты, сами понимаете, что они старятся через определенное время, а тем более в учебном заведении быстро приходит негодность. Естественно, мы рады
то, что инструменты поступили к нам. Занятия, ну, это мы распределим по педагогам. Педагоги сами посмотрят, снимут техническое масло, уберут, смажут, покажут там, и, соответственно, каждого студента мы предупреждаем, что это очень дорогие инструменты. В этом году республика получит 172 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Средства будут направлены на завершение строительства 2 сельских домов культуры, оснащение музыкального колледжа и 8 школ искусств. Наталья Колесова, Андрей Лазарев. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике, несомненно, дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. О финансовой грамотности мы сегодня говорим с нашей гостьей. Рада представить вам регионального консультанта Всемирного банка Светлану Колодезникову. Светлана Романовна, доброе утро. Доброе утро. Но основная цель повышения, да, финансовой и бюджетной грамотности, какая она? Ну, повышение финансовой грамотности – это, скажем так, реалии нашего времени. Дело в том, что мы сталкиваемся с финансами ежедневно. То есть в своей жизни мы деньги зарабатываем, мы эти деньги расходуем. И от того, знаем ли мы, как расходовать, это вопросы личной финансовой безопасности, личной финансовой ответственности. Дело в том, что вот старшее поколение, да, ну вот я себя тоже отношу к старшему поколению, нас этому в школе не учили, нас этому в институтах не учили. Это то, что мы получили уроки от жизни, скажем так, да. Ну и как многие жизненные уроки, конечно, мы набиваем себе, скажем так, шишки, то есть мы учимся уже только на личном опыте. Поэтому задача и правительства Российской Федерации, и задача, конечно, правительства Республики Саха-Якутия с тем, чтобы вот эти знания, вот эти навыки и опыт передать подрастающему поколению. Потому что реалии у нас изменились, мы живем уже все-таки в рыночных отношениях, да, и, конечно, дети, как наше будущее, они должны понимать, они должны себя чувствовать уверенно, они не должны бояться финансовых вопросов, потому что это, ну, так же просто, как, например, мы учимся читать, писать, считать. Согласна. Точно так же мы должны относиться и к деньгам, то есть мы должны понимать, как мы можем вкладывать, выбирать направления, выбирать какие-то финансовые продукты. Мы должны уметь защищать себя, если мы попадаем в какие-то финансовые передряги, неприятности. Мы должны уберечь в первую очередь, конечно, и своих детей, и свои семьи от того, чтобы у нас вот не было каких-то финансовых проблем. Ну, именно как раз-таки с этой целью и проводятся, да, различные Да, с этой республиканские мероприятия. Расскажите подробно. Ну, в Российской Федерации у нас действует стратегия, она была подписана в 2017 году, стратегия по повышению финансовой грамотности. И в рамках вот этой стратегии уже работает практически, мероприятия проводятся в 83 субъектах Российской Федерации. Начиналось все в 2011 году, были выделены 2 пилотных региона, это Калининград и Вологда, и потом последовательно уже подключаясь остальные субъекты по России. У нас в республике вот в этом году мероприятия, допустим, проводится ярмарка финансовых социальных услуг, она в этом году уже прошла в 7-й раз. Да. То есть это такое традиционное, ежегодное у нас мероприятие. Помимо ярмарки у нас проводится телевизионная олимпиада среди учащихся старших классов по финансовым вопросам, по финансам и экономике. И победитель этой олимпиады, он получает уже целевое место для поступления на финансовый факультет. Да, да. Да, то есть тоже я считаю, что это очень хорошо. То есть дети, которые участвуют в этой олимпиаде, они уже более подготовлены, они более целенаправленно идут уже к своей цели. И, естественно, конечно, они могут выбирать. Какой хороший тогда, стимул. да, и финансовое образование, конечно. Могут продолжать дальше идти в этом же направлении. Ага. Ну, я вот хотела бы спросить, да, что за брошюры, что за книги вы принесли?
Да, я вот принесла с собой вот такую брошюру, называется она «Бюджет для граждан». И хочу сказать, что в этом году бюджет для граждан, он был высоко отмечен, получил призовое место. А ежегодно открытое правительство и Министерство финансов Российской Федерации проводят конкурс «Бюджет для граждан», в рамках которого рассматриваются все проекты, которые направлены на повышение финансовой, бюджетной грамотности. Потому что что такое бюджетная грамотность? Мы все являемся налогоплательщиками, и, конечно, как налогоплательщики мы хотим знать, на что расходуются наши средства, чтобы это все было открыто, прозрачно, доступно. И вот такие проекты, вот такие брошюры, проект «Бюджет для граждан», он показывает все направления, все доходы, на что расходуются средства нашего бюджета. На конкурс в этом году было подано 130 проектов по России. Со всей России, да? Со всей России. И очень приятно, что Министерство финансов республиканское наше тоже приняло участие. На конкурс было представлено 4 проекта, и все 4 проекта были достаточно высоко оценены. И вот мы уже говорили о телевизионной олимпиаде для школьников, да, и олимпиада заняла первое место, призовую номинацию, первое место вот в номинации «Лучшее мероприятие для граждан». Здорово. Кстати, Да. она транслируется на нашем канале Да, Олимпиада да, ежегодно. в марте этого года вот у нас прошел уже финал, 7-й. Также вот 7-я была Олимпиада проведена. Победителем стала у нас Анна Павлова из Республиканского лицея городского. Светлана Романовна, ну вообще, если говорить о грамотности населения в общем, да, нашей республики, да, взять в пример, какие показатели у нашего региона по сравнению с другими, да? Насколько грамотно наше население финансово? Ну, вообще, конечно, надо отметить, что вот эти все мероприятия, эти все вот проекты, они, естественно, приносят свои уже результаты. Ежегодно Министерство финансов проводит ярмарку финансовых социальных услуг. На этой ярмарке там где-то от 800 до 1000 человек посетителей. Каждый может прийти, получить ответы в одном месте на практически по всем вопросам. В этом году у нас приняли участие на ярмарке 32 учреждения, то есть это и налоговая служба, и пенсионный фонд, и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банковские институты. И в рамках вот этого мероприятия приглашаются эксперты не только республиканские, да, хотя и наши республиканские выступают, профессионалы финансового рынка, но и приглашают экспертов из Москвы, из Дальнего Востока. Вот в этом году у нас участвовали Национальное агентство финансовых исследований. И, кстати, вот он отметил, что средний балл по России Светлана Романовна, 12 спасибо баллов. вам за приятную познавательную беседу этим утром. У нас реклама. Добро пожаловать в новый день, 11 сентября, среда на календаре. Я желаю вам приятного аппетита, если вы завтракаете на данный момент, а кто убегает на работу, я желаю плодотворного дня вам сегодня. И всем без исключения желаю хорошего настроения и самых приятных новостей. Передаю слово своим коллегам из информационной службы. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Средняя стоимость авиабилета в эконом-классе за 8 месяцев текущего года выросла на 24%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В Министерстве транспорта страны заявили о намерении принять меры, направленные на сдерживание цен, поскольку увеличение стоимости перелетов не должно превышать инфляцию.
Решение, принятое на долгосрочную перспективу, требует выравнивания конкуренции. Необходимо активное субсидирование региональных и местных рейсов и уход от плоских тарифов на магистральных линиях. По данным Росстата, в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после они дешевеют до декабря. Крупные агрегаторы уже отметили снижение цен на авиабилеты. В Ленске снесли старое здание полиции, которое уже много лет бесхозно стояло в центре города возле третьей школы. Двухэтажное строение представляло опасность для детей, которые после школы приходили туда. Не раз были зафиксированы поджоги. Оно являлось федеральной собственностью, и разрешение на снос необходимо было получить у московского руководства. Сейчас сотрудники полиции взяли под личный контроль процесс разбора здания, который планируют завершить в ближайшие дни. Рядом школьное образовательное учреждение, да, дети дети непредсказуемы, поэтому смотрим, ну и правила именно погрузочно-разгрузочных работ, они должны контролироваться все это дело. Решение по сносу данного здания было принято в 2015 году, да, но в силу того, что необходимо очень большое количество согласований и тому подобное, нам разрешили сносить, это Департамент тыла России, разрешил сносить только в этом году. Но снос производим так, как лимитов не было. С предприятиями города у нас договоренность была, что и мы своими силами совместно с предприятиями города производим снос этого здания. Уже со следующего месяца Институт мерзлотоведения начнет добывать артезианскую воду и продавать ее населению. Чистая, или, как называют ученые, живая вода будет добываться прямо на территории института. Сейчас там проходят испытания очистных оборудований, настройка системы контроля и другие работы. Примерный запуск запланирован на октябрь, а выход на проектную мощность планируют в следующем году. 2 года назад научным сотрудникам Института мерзлотоведения Федоровой Светланой Викторовной была разработана технология очистки подмерзлотной воды от содержания лития и приведения его, собственно, в норму, как требует ПДК. На сегодняшний день вся вот эта цепочка технологическая по очистке этой воды практически собрана. Нам осталось оформить некие решить организационные вопросы, связанные, в частности, с получением уже сертификата. В Министерстве культуры появится департамент театров. Он будет создан до конца этого года. А ключевой его задачей станут вопросы развития театральной деятельности в стране. Решение было принято в связи с тем, что данная область требует системного подхода и профессионального управления. Такое решение особенно актуально в год театра, когда этой сфере уделяется повышенное внимание со стороны правительства. Сегодня в России 647 профессиональных театров, 19 из них федерального введения. Число спектаклей с 2012 по 2018 годы увеличилось на 45%, а посещаемость выросла на 41%, достигнув 5 миллионов зрителей. Объем финансирования сферы по линии Минкульта за эти годы составил более 21 миллиарда рублей. Между тем, творческий коллектив «Саха-театра» в преддверии нового сезона обсудил планы, итоги прошлого сезона и новый репертуар. В ближайшее время зрителей ждут постановки классических и современных произведений, творческие гастроли по районам республики и по городам России. На днях труппа в составе 25 талантливых артистов уже вылетела в Чечню. Там они примут участие в первом всероссийском фестивале национальных театров и представят спектакль «Желанный берег мой». А уже в эту субботу начнется первый показ спектакль. Новый же 114-й по счету театральный сезон стартует 4 октября. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций и теперь может выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики России. Напомним, ассоциация была лишена допуска выступать на международных соревнованиях, поэтому якутянка не смогла принять участие в Олимпийских играх в Рио, имея путевку. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь.
Спасибо нашим коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Приглашаем всех желающих найти работу в перспективной промышленной отрасли. В рамках реализации приоритетного проекта Республики «Местные кадры в промышленности» завтра, 12 сентября, Государственный комитет Республики по занятости населения проводит ярмарку вакансий нефтегазового комплекса. Подробнее о ярмарке мы сегодня говорим с нашей гостьей. Я рада представить вам первого заместителя председателя Государственного комитета Республики по занятости населения Елену Калашникову. Елена Виссарионовна, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно же, интересно, какие вакансии, да, будут представлены на ярмарке завтра? Нашими коллегами, партнерами по приоритетному проекту «Местные кадры в промышленность» завтра будет представлено более 250 вакансий. Это и специальности среднего профессионального образования, и инженерные специальности, требующие высшего образования. Средняя заработная плата по представленным вакансиям составляет порядка 57 тысяч. Кроме «Газпрома», о котором вы уже упомянули, у нас будут участвовать наши партнеры по проекту. Это «Саха-Транснефтегаз», это «Саха-Нефтегаз-Сбыт», это акционерное общество РНГ, это Якутская топливно-энергетическая компания, ТАСС-Юрях-Нефтегазодобыча и другие. Кроме этого, необходимо отметить, что этот проект мы реализовываем уже с 2017 года. Он достаточно успешный. В прошлом году в рамках проекта было трудоустроено более 5000 человек. В этом году главой республики поставлена перед нами задача трудоустроить местное население в количестве 7500 человек. По итогам первого полугодия мы с помощью таких ярмарок вакансий, которые пройдет завтра, уже трудоустроили 3200 человек. На ярмарке завтра, как вы сказали, более 250 вакансий, да? Более 250 открытых вакансий, которые представлены нашими партнерами. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке, найти работу в такой динамично развивающейся отрасли. Здесь необходимо отметить следующее, что на сегодняшний день именно в нефтегазовой отрасли работает свыше 5500 человек. Это на 43% больше по сравнению с прошлым годом. То есть достаточно много новых рабочих мест и достаточно великие шансы у каждого желающего найти работу по душе. Ну, приглашаются не только состоявшиеся уже люди, да, но и студенты, и школьникам. Молодые специалисты, безусловно. Да? Школьники могут получить государственные услуги по профориентации. Сотрудники Государственной службы занятости проведут консультации по правильному составлению резюме, по психологической поддержке, дадут консультации, как правильно искать работу. Поэтому я думаю, что каждый желающий на этой ярмарке найдет свой интерес. Это не только открытые вакансии, но это и возможность в дальнейшем трудоустройства и как это правильно делать. Ну, конечно же, интересно, где будет проходить ярмарка, на какой площадке, со скольки до скольки, да? Да. Безусловно, у нас очень хорошие тесные связи с Северо-Восточным государственным университетом имени Максима Кирилловича Амосова. И завтрашняя ярмарка состоится на их площадке в корпусе факультета естественных наук Кулаковского, 48, на первом этаже. Церемония открытия ярмарки в 14 часов, поэтому приглашаем еще раз всех желающих. Елена Виссарионовна, ну какие сегодня стоят еще задачи, планы у комитета, да, по занятости населения ближайшие? Ну, если говорить о нефтегазовой отрасли, буквально 29 августа состоялся первый нефтегазовый форум, где главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым в очередной раз перед нами поставлена задача обеспечить необходимыми трудовыми ресурсами эту перспективную отрасль. Это действительно очень важно и в целом для республики, потому что, с одной стороны, обеспеченность трудовыми ресурсами дает толчок для социально-экономического развития республики. С другой стороны, учитывая уровень заработной платы в отрасли, это достаточно хороший доход, и это качество жизни населения. Что ж, Елена Виссарионовна, приглашаем всех, да, завтра, со скольки сказали? Завтра в 14:00 церемония открытия ярмарки вакансий нефтегазового комплекса республики. Приглашаем всех желающих, я думаю, будет очень интересно. Да. Еще раз спасибо вам за участие в нашей программе. Удачного дня, плодотворной работы. Спасибо. Ну а я желаю вам, уважаемые телезрители, не хандрить. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Надеемся, наши советы вам помогут.
Как справляться с осенней мрачностью, когда, кажется, не хочется ничего? Прогулки – прекрасное средство от хандры. Очень здорово совершать прогулки в одиночестве. Обращаешь внимание на природу, красивые здания, виды, а современные телефоны позволяют все это фотографировать. Если вы любите социальные сети, все это можно моментально выложить в Инстаграм. Выставки, концерты, спектакли поднимают настроение. Вокруг всегда найдутся интересные места. Многочисленные мастер-классы, всевозможные курсы и клубы есть на любой вкус и кошелек. Можно пойти на танцы или можно начать петь. Можно поддержать организм походом в баню, сауну, солярий, наконец-то записаться на какую-нибудь спа-процедуру или массаж. А если вы не занимаетесь спортом регулярно, можно купить разовую карту в спортклуб и посмотреть, чем же люди занимаются там несколько раз в неделю. Важно не то, что вы сядете на велотренажер, а то, что приобретете новый опыт. Любой новый опыт очень бодрит. Он показывает организму, что не стоит впадать в хандру. Ведь впереди Рождество, снег, святки, а там уже и до весны недалеко. Добро пожаловать в новый день, 11 сентября на календаре, середина рабочей недели, совсем немного остается до выходных. Желаю вам отличного дня сегодня. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер, абонент МТС 279-2262, на который мы всегда ждем ваши сообщения. Также хотим напомнить, что эфиры нашей программы, повторы, если вы что-то упустили, вы всегда можете найти их на нашем YouTube-канале «Утро НВК», а также не забывайте про нашу страницу в Инстаграме. Подписывайтесь «Утро НВК Саха». Все самые свежие новости, все самое интересное, розыгрыши и так далее вы найдете там. Ну а далее наша долгожданная рекламная пауза. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Если верить прогнозам, то сегодня буквально последний день выдается нам теплым. Поживем, увидим, как говорится. Давайте познакомимся с погодой на день сегодняшний. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 8 градусов. Днем ожидается до плюс 17, плюс 18. В Заречье утром плюс 1, плюс 9, днем плюс 15, плюс 18. В Южных плюс 4, плюс 7 утром, днем до плюс 15-16 градусов. В Вилюйских Улусах плюс 8, плюс 9 утром, днем плюс 16, плюс 17. В Нижнеленских Улусах плюс 7, плюс 9 утром, днем ожидается до плюс 12 градусов. В Западных Улусах утром плюс 7, плюс 8, днем плюс 14, плюс 18. В Колымаге-Дикирских Улусах плюс 2, плюс 5 утром, днем плюс 5, плюс 9. В Янских Улусах от минус 3 до плюс 2 утром, днем до плюс 4, плюс 10 градусов. В северо-западных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила от плюс 2 до плюс 6, днем плюс 4, плюс 12. Ожидается. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 8 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 17, плюс 19 градусов. А тем временем в Якутске внедрена новая система питания в школах. Подробнее в следующем сюжете. Что купил ребенок в школьной столовой, насколько оказалась питательная еда и сколько он потратил на школьную еду. Теперь это все можно отслеживать. В 2017 году в Якутске был запущен проект lk14.ru. Каждый школьник получил личную карту, деньги на которую причисляют родители, и расплачиваться которой ребенок может только в школьной столовой. Работает это следующим образом. У каждого участника проекта, то есть родителя, учителя,
руководителя сотрудников образовательных учреждений был открыт свой личный кабинет, через который можно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее. При разработке меню соблюдены возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания населения региона. Так, в меню включены такие продукты, как жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированное печенье с добавлением местных ягод. В жизни всегда есть место подвигу. Героиня нашего следующего сюжета очень хрупкая девушка, совершившая настоящий подвиг. Медсестра республиканской больницы номер 2 спасла жизнь, при этом рисковала своею. Мы встретились с виду с очень хрупкой, но такой смелой и самоотверженной девушкой. 29 июля для Саины Слепцовой начался как обычно. Девушка отвела 3-летнюю дочь в детский сад. Погода располагала, и после обеда Саина вместе с подругой решили искупаться на пляже 202-го. Недалеко от девушек расположилась веселая компания. 2 мужчин и 2 девушки. Вскоре одна пара покинула пляж, оставшиеся 2 оставались в воде. Через некоторое мгновение молодой человек начал пропадать из виду. Я волосы собрала в пучок и подошла к этой девушке и сказала: где он? Вытащи его. Она: я не умею плавать, сказала. Я так удивилась, а потом спросила еще раз: где он? Она показала, тыкнула пальцем. Когда была в воде, уже я вспомнила про дочку, про детский сад, который должна была идти. Нырять за тонущим пришлось в 2 захода. Трудно было нащупать дно. Погрузившись в реку со 2-го раза, девушка нащупала таки тонувшего. Но и в тот момент ей не сразу удалось потянуть его за собой. Как папа учил, я хотела сначала волосы потянуть. Но волосы были сильно короткими, вот поэтому я уже за плечо взяла. Потому что он был без сознания, вот поэтому за плечо взяла и тащила его. 3 мужчины подбежали. Дай руку, и они кричали: не, его берите. И еще в тот момент я дна не чувствовала под ногой. Сейчас вспоминаю, как-то страшно сейчас. В тот момент такого не было, страха не было. Совершив героизм, средь бела дня девушка отправилась по своим обязанностям и делам. Осознание случившегося пришло лишь на следующий день. Как она, мама 2 детей, рискуя собственной жизнью, не раздумывая, бросилась на помощь. Саина – медсестра в отделении функциональной диагностики республиканской больницы номер 2. Выходит, что девушка выполняла свой долг. Суть работы. Что вы делаете конкретно? Конкретно кардиограммку снимаю всем, хожу, бегаю. Мы снимаем кардиограмму по всей больнице. Еще ездим в ожоговое отделение там. Нравится работа? Ну да, нравится. Все говорят, с улыбкой ходишь на работе, дилер. Ну да. Коллеги о случившемся узнали лишь на следующий день. Новость их шокировала, но о личностных и профессиональных качествах Саины они отзываются без капли сомнения. Всегда любому придет на помощь, безотказно. Очень отзывчивый, чуткий, добросовестный работник. Мы сами потом, как только узнали, в шоке были. Вообще в шоке. Говорим: как ты так можешь, даже не думаешь о 2 своих маленьких детях, так прямо броситься в воду, да, рисковать вообще незнакомому человеку. Папа всегда говорит: если уверена, то сделай постоянно. За проявление героизма Саина Слепцова награждена грамотой от мэра города. Она продолжает заниматься любимым делом. Почти каждый день в нашей жизни находится место подвигу. Их совершают и обычные люди, а порой и даже дети. И их храбрость, отвага, бесстрашие воистину великая. А еще эти люди скромные, как и подобает настоящим героям. К этой минуте у нас поступило сообщение. Поздравляем с днем рождения нашу бабушку и маму. Желаем крепкого здоровья, любви, удачи. С наилучшими пожеланиями Ганя, Данил, Венедикт и Анастасия Дичковские. Мы поздравляем. Также присоединяемся к поздравлениям и продолжаем. Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям IT-диктант пройдет
во всех регионах нашей страны. Уже 13 сентября на 45 площадках в этом году к акции присоединяется и наша республика. Более подробно о мероприятии мы сегодня говорим с председателем Ассоциации развития IT-отрасли в республике, с ведущим экспертом организационного отдела Технопарк Якутия Мичилом Стручковым. Мичил, доброе утро. Давайте подробнее поговорим об акции. Да? Нам известно, что мероприятие приурочено ко Дню программиста, который отмечается в России. 13 сентября это день 256 день. Для программиста это день его профессионального праздника, да, является. И мы тоже участвуем в всероссийской акции «Титан», где впервые, да, где каждый может проверить свою цифровую грамотность. Потому что акция проводится с целью привлечь массы, потому что информационные технологии у нас в России, в том числе и в Якутии, очень сильно развиваются в последнее время. И это очень хорошо, потому что у нас здесь очень хорошие успехи, да, такие как сервисы, как Интровер, все знают, всем пользуются. Вот. У нас в Якутии еще мы расширяем программу. В целом по России будут проходить акции для взрослых, это начиная от студентов до пожилых людей. А мы еще программу расширяем в Якутии, да, и для школьников. Для школьников. Да, с 6 по 11 класс. Они могут зайти 13 числа. Проводится у нас как онлайн и офлайн. То есть могут любого устройства могут зайти и сдать экзамен. Ну, вот это получается тестирование. IT-экзамен, это по-простому если говорить, то это тестовое задание. Там рассчитывается где-то 32 вопроса. 15 минут, и за это 15 минут надо отвечать на вопросы. Ну и, конечно, по результату вы получаете именно сертификаты уже 15 сентября. В виде тестирования, в виде да, тестирования. Получается? Ага, а результаты, они сразу будут известны? Нет, результаты, некоторые результаты будут известны сразу, но сертификаты вы получите только 15 сентября, в понедельник. Кроме офлайнового формата есть еще офлайн, то есть у нас в Якутии уже 12 площадок будет, где можно прийти и сдать уже в привычном варианте. То есть есть вариант бумажный вид, есть, да, потому что у нас есть места, где с интернетом не всегда есть высокоскоростной интернет. Заявились такие, в Улусах пройдет в Момском, пойдет в Тексе, вот, и еще пойдет в Верхоянске. Сейчас именно прием заявок еще поступает, то есть предварительно по счетам 330 участников и 12 площадок. У нас есть сайт для этого, называется ityakutia.com, там есть более подробная информация. Где можно ознакомиться, да? Да, где ознакомиться, а также пройти уже предварительную регистрацию. Ага. Ну вот интересно, да, кто-то конкретно будет заниматься вот подсчетом, да. Нам известно, что будут поощрены, да, те, кто наберет по результатам, большое количество баллов. Ага. Вот для школьников как раз мы планируем провести такой 8 по 28 октября. У нас пройдет такая для участников форум, ну, можно сказать, именно проектная такая работа, и в течение дети должны в 3 недель должны сделать именно от идеи до работающего прототипа. То есть там будут приглашены 300 участников. То есть в том числе и по результатам мы будем приглашать участников. Ну вот интересно, какого плана вообще вопросы будут примерно, да? Ну, чего они будут касаться? Нашего бытия? Как? Там основные вопросы, начиная от пользования компьютером, да, начиная с устройства до таких технологий, как IoT, да, это интернет вещей, блокчейн, потому что сейчас в мире очень много происходит, да, цифрового. И вот как раз тоже часть, половины вопросов будет как раз связана с новыми технологиями, которые у нас уже в мире, да, происходят. Ну и, конечно, вопросы будут разного рода, то есть начиная от учебных программ до таких, до общих вопросов. Ну вот опыт наверняка покажет, да, о дальнейшем, о продолжении. Да, то есть у нас в Якутии впервые проводится, это тоже для нас своего рода тест, да, вызов, потому что мы должны наладить все площадки, это происходит именно в информационном узле, и, конечно, мы посмотрим, насколько активно наше население, да,
готовы ли участвовать в таких мероприятиях. И у меня как бы есть даже пожелание, возможно, мы это будем ежегодно проводить, да, и будем какой-то вести индекс. Мичел, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Приглашаем всех 13 сентября принять активное участие и проверить свою цифровую грамотность. Спасибо. Ну а у нас наша программа подходит к концу. Увидимся с вами завтра. Я желаю вам отличного настроения, удачного дня.